зеленый цвет означает, да, красный, нет? Хотя недавно столкнулась с психологом, который утверждает, что вообще в природе человек интуитивный, но все наоборот. Но раз мы так уже в социальной жизни приняли, что зеленый цвет, да, как светофор, красный, нет? Сейчас проверим, как работает. Я задаю вам вопрос и смотрю внимательно, как вы мне отвечаете. Вы подготовили карточки. Да, вопрос такой. Вы практикуете в начальной школе, то есть уроки в начальной школе идете? Спасибо. А вам нравится сегодня погода у нас за окном? Вы не представляете себе утро без чашечки бодрящего чая? Кто-то тоже любит зеленый чай. Хорошо. Вы сегодня для себя уже что-нибудь новое узнали, приехав сюда? И вы считаете себя успешным человеком? Нравится, когда ты понимаешь наполовину? Да, скорее всего, это будет самый правильный ответ. Ну что, тема нашего мастер-класса называется «Техники успешного обучения». И сразу к вам вопрос. Как вы считаете, какой фактор должен быть в самом ученике, чтобы он мог успешно обучаться? Что влияет на успешность его обучения? Он должен быть интеллектуалом. Мотивация, самооценка, еще. Только мотивация. Вчера мы что-то спорили, почему только? Нет, взаимоотношения в семье. У меня самая активная группа. Способность к обучению. Хорошо, хотите учиться? А Бог не дал. Отношения одноклассников и самого учителя к ученику. Взаимоотношения. Атмосфера. Наверное, роль родителей тоже имеет большое значение. Учителя. Особенно начальный жанр. Такой активной у меня группы на мастер-классе еще не было. Я же специально готовлю следующий слайд для тех, для тех, кто затрудняется в ответе. И вот обычно мне отвечают: мотивация, состояние здоровья, снижение чувства тревоги, самооценка, личность, творчество, настойчивость, раннее обучение, то, что вы говорили, и родители, да, и способность к обучению, то, что называют обычно коллеги. Теперь вам такое задание. Выберите, пожалуйста, на этом слайде именно тот фактор, который, на ваш взгляд, является наиболее значимым для успешного обучения к самому ученику. Считаете, что мотивация? Ну, все остальные тоже, но мотивация. Хорошо, хорошо. Не этим понимаете раз. Так, ну что ж, вопрос действительно очень сложный. И недаром тот самый Джон Хейтер, о котором вот Тамара говорила час назад, 15 лет занимался исследованием факторов, влияющих на успехи и провалы в обучении. Исследовал, если вы помните, да, 200 миллионов учеников, учащихся 200 миллионов. И он пришел к выводу, что в группе ученик фактор, который наиболее влияет на успешность обучения, это самооценка. Именно самооценка. Действительно, есть то, что вы называли, настойчивость, и мотивация там недалеко стоит, и творчество, и состояние здоровья. Ну, он вообще выделил 138 факторов. Просто все 138 здесь поместились, да. Выделил 138 факторов, влияющих на успешность обучения в группе ученик, то есть в самом ученике, потому что есть и другие там группа учитель, группа методик, мы берем группу учеников. Итак, это самооценка. Наверное, каждому из нас интересно, какая же у нас самооценка. Да? Раз мы беремся уже учить детей, ну, давайте проверим. Я вам предлагаю тест. Улыбается коллега, она уже была на мастер-классе. Подсказывайте. Сейчас будет простой тест. Тестов очень много по самооценке. Простой тест, который дети тоже выполняют. Тест Киселева. Итак, вашему вниманию представляется 8 карточек. Выделите, пожалуйста, среди них сразу
самооценка. И очень здорово, когда у человека, как вы сказали, дифференцированная самооценка. То есть, например, я знаю, что я хорошо танцую, но плохо пою. И я, самое главное, что я делаю? Адекватно. Я принимаю себя такой. Я люблю себя такой. Так вот, я считаю, что главная задача учителя, да, главная задача учителя, так, не все равно, я себя чувствую очень хорошо эмоционально, танцую, я просто пою. Задача учителя — научить ребенка принимать себя таким, какой он есть. Вот, наверное, мне так кажется, что именно активная оценка помогает это делать. То есть я принимаю себя такой, какой я есть. И это дает мне возможность развиваться, идти дальше, успешно заниматься. И не важно, что я там двоечник или троечник в классе, но я лидер в классе. Хотя учусь, может быть, не очень хорошо, потому что задатки у меня, может быть, не самые, тут родители подарили, да, такие, как вы говорите, тоже влияют. Я думаю, что вы тоже, наверное, хотели, чтобы ваши учителя, которые у вас в коллективе имели адекватную самооценку, и ваши ученики, кто практикует. И, ну, как этого достичь в реальности? Когда я искала ответ на этот вопрос, я вот тогда и несколько лет назад и вышла на активную оценку. Но ничего же не бывает случайно. Я искала, ответ мне пришел. И вот на следующем слайде я вам покажу диаграмму уровня самооценки моих учащихся первого класса, второго и третьего. Причем в первом классе, если вы видите, преобладает синенький цвет, да, это преобладает вот красный цвет, завышенная самооценка, адекватная синенькая, заниженная тут зелененькая. Во втором классе уровень адекватной самооценки поднялся, то есть уже с первого класса занималась непроактивной оценки, а в третьем классе вырос на 22% по сравнению с первым классом. В четвертом еще не проверяла, обычно проверяют перед весенними каникулами в марте. Ну, я считаю, что именно использование активной оценки мне помогло добиться таких результатов. И кто работает в моих классах, учителя на замене, они говорят, невыносимые дети. В каком плане невыносимые? Очень свободные. Раскрепощенные. Раскрепощенные, да. И так должно быть, да. иначе успеха не видать. Вот. Но это была такая бурная река первых, особенно 2 года. Но вот уже к концу 3 класса, в начале 4, вот уже меня заменяли, а эта река уже нашла как бы свое русло. Ведь надо учителю было скорректировать вот это русло, да? Чтобы все равно надо чувствовать немножко границы. Итак, что такое активная оценка? Определений очень много. Тамара тоже определение показывала. В моем понимании, так скажем, в моем узком смысле, активная оценка – это некое взаимодействие, то есть процесс, который происходит между учителем и учеником, и который дает возможность ученику получать информацию, которая в дальнейшем помогает ему успешно учиться. Тут идут споры, что это, методика, стратегия. Ну, мы писали везде там методика, потому что методика была написана в наших первых книжечках вот этих. Николай Иванович пишет стратегия определения, потому что это гораздо шире, чем методика. Ни в коем разе не технология, потому что технология, ну, вы знаете, определение немножко другое, да? То есть технологии предполагают несколько другое. Мы говорим, что это философия современная, может быть, даже мировоззрение. То есть учителю надо полностью перестроить свое мировоззрение, чтобы отпустить контроль над детьми, делегировать этот контроль самим же детям. То есть, в моем понимании, вот это вот активная оценка. И элементы активной оценки, которые вы видите сейчас, я уверена, что вы ими пользуетесь, пользуются ваши коллеги. Это ключевой вопрос. По-другому мы называли, в советской школе называли проблемный вопрос. Так? Постановка цели урока. Ну, здесь мы уже говорили на языке детей. Так? То есть ребенок должен сам понимать, что он будет делать на уроке и зачем. Ну что ГУЗу? Техника задавания вопросов. Сегодня поговорим об этих вот 2 составляющих. Обратная связь. Как считаете, ядро самооценки, взаимооценка, самооценка, ну и еще работа с родителями здесь. Вот. Ну, ключевой вопрос – это проблемный вопрос. Помните, зачем он задается. Так, в начале урока, чтобы ребенка заинтересовать, чтобы дать ему… Это не, может быть необычный вопрос, но сегодня на этом останавливаться не буду, мы решили только на 3 элементах. Постановка цели урока на языке детей – это, наверное, Татьяна Федоровна, скорее всего, наверное, да, вот было у нее. Вот. И начнем мы с первого элемента, составляющего активной оценки – техника задавания вопросов. Казалось бы, что может быть проще, да? Вопросы мы используем на каждом уроке, используем как средство обучения. Но в активной оценке существует принцип или правило, он называется принцип неподнимания руки. Что это значит? Это означает, что когда вывешивается вот такой знак на доску, или когда объявляется детям, что, ребята, сейчас мы работаем по принципу неподнимания руки, я выше потеряла свою. Вот. Это означает,
означает, что сейчас ребята будут отвечать не по поднятым рукам, да, как отличница та Наташа, которая отвечала на протяжении всего мастер-класса, да. А часто за такими ручками сидят тихие троечники или детки, которые не смелые, или, может быть, сидят те, которые флегматики, они просто еще не сообразили, не смобилизовали свои силы, чтобы ответить на вопрос. Вот. Поэтому именно этот знак неподнимания руки и именно техника неподнимания руки дает возможность включиться в мозговую деятельность буквально всех присутствующих. Да? Давайте проверим в нашей аудитории, как будет работать ваша мозговая деятельность после я встали в 6 утра, да? Посмотрим. Милые фильмы. Это я. Вообще. Мистика. Бабушка готова. Как вы считаете, по каким внешним признакам мы можем говорить о том, что ребенок на уроке тревожен? Чисто внешне я определяю сразу. Я сразу определяю. Хорошо. Как считает Ирина? Ирина. Да. По каким внешним признакам? Да, Из буквы Ирина. Как вы считаете? дает взгляд предыдущий, боится встретиться с тобой открытым взглядом, суетливые движения, пытается что-то найти в портфеле, отвлечься. Вот это сразу Елена, как вы считаете, что вы замечали? Тревожный взгляд, конечно. Какое-то такое, как непоседа, подергивание какие-то. Руки во рту постоянно. Хорошо, спасибо. Жанна, коллеги, скажите, вот вам комфортно было сейчас встречаться рядом с языком? Нет. Как-то не очень. Каждый из вас боялся, вдруг я вызову. Да? Ничего не боюсь. Надо. Я очень боюсь. Я думаю, что боюсь. Сначала, может быть, вопрос задать, а потом нас спросить. Хорошо, вы считаете, что я совершила ошибку? Да, Да, я сделала ошибку. То есть сначала должна была задать вам вопрос, а потом уже выбрать, а то я выбираю человека, остальные думают, перестают. Какие вы молодцы, пара, а вы судите. Пара обсудили. Уважаемые коллеги, вы знаете, вот сразу видно, что люди приехали с опытом, а я в течение многих лет, коллег, я считала, что чем быстрее я буду вызывать детей на уроки, быстрее поднимать фронтальный опрос. Это же темп урока, мы столько успеваем сделать. И когда вот мои малыши начинали к концу 4 класса блеснуть нервно, причем отличники, не хорошисты, отличники, хорошие девки, я могла понять, что случилось. И вот когда я вышла на стратегию «Активная оценка», наконец до меня дошло, в чем тут дело. Вот. Ну, а выглядело это, наверное, приблизительно вот так. Что вам пишется? Наверное, приблизительно вот так оно и выглядит. Итак, ну что ж, давайте посмотрим, как вы считаете, что должно быть первым? Мы уже озвучивали, Лариса озвучивала, да? Сначала звучит вопрос, потом дается время, да, и потом уже я выбираю жертву, да, которая будет отвечать. Вот. Так, действительно, сначала звучит вопрос, потом уже дается время, молодцы, и потом выбирается ученик, который будет отвечать. Сразу иногда, чтобы показать, что я считаю. Ну, для вас. Отвечаю. Типа. Ставим вопрос. Какой? И последнее предложение считается типа. Отвечаем будет Саша. Это такие маленькие желтые пушистые. Спасибо, Саша. Все верно. Ребята. Да, ну это странно, когда я проводила семинары, я просто показывала, как я считаю, до 5 для себя, да, что я по коллеге нужно потерпеть 5 секунд. На самом деле она советовала просто прятать руку за спину для себя, пока не научимся мы ждать. Это время вы ждать. Просто, да, вот попробуйте, да. То есть мы чаще всего мы задаем вопрос и тут же ждем, рука какая-то взвилась, и мы ждем тут же ответ. А вы предложите ребенку, пускай подумают все, предложите, что вызовете его пожалеть. Тогда будут думать действительно все, тут я вызову кого-то, кто не ожидал или кто не готов. Итак, теперь, когда вы знаете, насколько важно умело задавать вопросы, я вам предлагаю посмотреть на 4 аспекта техники задавания вопросов. Время ожидания с размерной степенью трудности, принцип неподнимания руки,
ошибочный ответ, это понятно, о чем речь идет, да? Если я сделала замечание ребенку, он больше руку не поймет. И поиск ответов пар, чем сейчас коллеги хотели заняться. Вот этим мы сейчас с вами и займемся. Итак, вашему вниманию будет представлена картинка. Придумайте, пожалуйста, вопрос к этой картинке, чтобы потом выйти вот сюда вместо меня, могли озвучить вопрос для всей нашей аудитории. Ну, конечно, можно, в принципе, К этой картинке. но надо имена какое-то определить. Да. Хорошо. Придумайте вопрос к этой картинке, чтобы когда вы зададите ее, вслух произнесете для нашей аудитории, мы смогли на него ответить. Но я так думаю, у ребенка на голове тесто, потому что он помогает бабушке с мамой. Хорошо, спасибо. Что еще у вас может ответить на этот вопрос? Да, еще, пожалуйста, ответ. Бабушка Людмила ехала Ефимовна, вам Бабушка ехала глубоко, давай мы сейчас повторяем, это точно. Хорошо, давайте послушаем еще. Какой вопрос придумала группа пара? Ольга. Трикс написано. А мама была Озвучивайте вопрос. Да. К какому празднику готовится ребенок? Хороший вопрос. Задали вопрос, время дали на обдумывание, и теперь развиваете. Анжела. К своему дню рождения. Хорошо, и еще кто там у нас? Людмила. 8 марта. Спасибо. Вопрос. Почему в доме стало тихо? Время на обдумывание. И отвечать у нас будет. Ирина. Ребенок занят делом. Как мне сказала одна знакомая, ребенок познает мир. Спасибо большое. Итак, это была техника задавания вопросов. В книге тоже есть про технику задавания вопросов. Если хотите более полнее изучить, пожалуйста, обратитесь к этим книгам. Но мы с вами идем дальше. И следующая техника – на что будет. Она уже в этом зале звучала неоднократно, в этом классе, и, наверное, у Татьяны Федоровны. У многих из вас на слуху, многие уже знают, что это такое. Но чтобы прикоснуться к этому ближе, давайте мы попробуем это на себе испытать. Итак, задание. Задание номер 2. Техника на что будет. У вас есть прямоугольничек номер 1. 2 добровольца, счастливчика. Это будут Лариса и Татьяна. Лариса и Татьяна. Пожалуйста, прошу вас для себя. Татьяна, напишите, пожалуйста, в прямоугольничке номер 1 слово, имеющее отношение к теме школа. Одно слово. Все должны. И все. Слово, так, имеющее отношение к теме школы. Ой, одинаково написали. Так, ну давайте нам написать. Сейчас я оценю вашу работу. Так, вам, пожалуй, я поставлю, наверное, 10 баллов. 7, а вот вам, наверное, я поставлю 10. Не очень заботливо. У нас отличница, не очень. Десятибалльная система оценивания. Довольно, Лариса, я уже вижу. Сейчас. Скажите, пожалуйста, вы никакие вопросы, она не очень довольна, вы никакие вопросы задать не хотите? Почему? То есть почему? То есть по какому критерию? По какому критерию я определила отметку? Так, в активной оценке на что БУЗу это и есть критерий оценки и успеха ребенка. На что БУЗу это сокращенный акроним белорусский на что БУЗу, на что буду звертать увагу. Это и есть те критерии, которые мы используем, чтобы оценить работу ребенка. Самое интересное, что очень часто мы эти критерии держим в голове. Мы думаем, что дети их должны знать. То есть я думаю, что вы-то должны знать, что я хочу от вас. Да? А мне-то казалось это вполне понятно. А дети, оказывается, не понимают иногда, что мы от них хотим, что мы от них
требуем. То есть мы нечетко показали эти критерии. Например, давая вот сейчас задание девочкам, я имела в виду следующие критерии. Это должно быть имя существительное. На тему школа. Состоять из 3 слогов. Должно быть грамотно написано и каллиграфически верно. Татьяна я сняла. Потому что каллиграфически я была в 1 классе, короче, почерк не соответствовал 1 классу. Ну, а у Ларисы написано было более каллиграфически верно. Вот. А теперь скажите, вы можете оценить свое слово, которое вы написали? Теперь оцените, пожалуйста, по данным критериям, по 10-бальной системе. 2 балла за каждый. 2 балла максимально за каждый критерий. Оцените. Там написано слово «отметка». Ну, не важно, хорошо. А теперь просигнализируйте мне, пожалуйста, с сигнальными карточками, кто бы хотел улучшить свой результат. Кто бы? Вот сколько у меня учеников, которые хотели бы улучшить свой результат. Коллеги, я вам даю такую возможность. Рядом нарисован еще один прямоугольничек. Вот теперь, зная критерии, вы можете улучшить свою работу? Да. Напишите. Ну, постарайтесь. А если вы сразу хорошо написали, тогда обычно даются какие-то дополнительные задания сверху. Напишите у вас. Я знаю, поэтому я 9. Хорошо, это 10, вы хотите 10. Кому же хочу 10? Тебя сама. Для своей самооценки решите, да. Итак, критерии на школу, мы их так называем, в доске кратко пишем. Бывает, у вас забегают другие дети в других классах, они смеются, читают на школу, улыбаются. Но мои ученики знают, что это такое. Надеюсь, теперь вы тоже будете знать, что это такое. Если и кто у кого в школе работают коллеги по активной оценке, вы уже знаете, что это такое. На штубу задается не только каким-то заданием на уроке. Это может быть на штубузу по всему уроку. Это могут быть критерии оценки, например, ученик читает стихотворение наизусть, мы вырисовываем его на штубузу. Это может быть на штубузу к домашнему заданию. И мои ребята очень любят и требуют на штубузу обязательно контрольной работе. То есть и эти критерии, которые я даю контрольной работе, я еще помещаю там в конце и тренировочные упражнения. Что это дает? Во-первых, я делаю контроль открытым. Я не скрываю, что я буду давать контроль. Я не скрываю, пускай ребенок готовится. Имея тренировочные упражнения, кто захочет повысить свой результат, тот позанимается. И родители, готовимся к контролю. Мы приходим, начинаем трястись и не знаем, что будет. Теперь мы знаем. Но больше всего, что мне нравится, что ребенок уже еще не выполняя контрольную, как говорила Тамара, по этим критериям он уже может оценить, на какую отметку он даже может выполнить, он уже знает, что он знает, а что у него еще не совсем. Вот это называется, мне кажется, это уже верх. Да. Вот. Ну вот вашему вниманию, например, пример самостоятельной работе по русскому языку. Ну что, выполню 5 заданий, знаю, как и умею определять разрешение существительных, аккуратно выполню работу. Вот. Ну а вас сейчас я попрошу придумать, составить, выбрать на штубузу контрольному диктанту по русскому языку во 2 классе безударная гласная форме. И поскольку, я так понимаю, не все работают в начальной школе, практикуют, я вам предлагаю 9 вариантов, которые вы можете выбрать на первой страничке. Да? Вот 9 вариантов критерий. Сколько критериев можно выбрать диктант? Ну, минимум 3. Но я обычно беру 4, 4-5. Но если, как сказала одна коллега, а вот у меня 5 и меньше никак, ну, значит 5, а у кого-то 3. Выберите, пожалуйста. Можно работать в парах, можно обсуждать в парах. Обратите внимание, критерии не должны дублироваться. Если вы затрудняетесь выбрать критерии, там на 2-й страничке есть уже диктант написан, глянуть на него. Вы заметили, что я принципиально вам интересно планшетные листочки, да? Какие же критерии на штубузу выбрала Ольга 30? Значит, грамотно пишу словарные слова, знаю, что такое безударная гласная в корне, ее проверять. И помню, надо кардинально в конце положить. Вот что-то еще третье. Ну, ладно, потому что 8-9 надо дублировать. Да, хорошо, молодцы. Хорошо. Посмотрим, какие критерии выбрала Ирина В. Слова, не знаю, что будет завтра гласная в корне, умею ее проверять, я еще добавляю
говорила, пишу аккуратно и внимательно слушающие. Вот, а теперь вопрос такой к вам, Марина. Скажите, пожалуйста, может ли критерий внимательно слушать учителя помочь ребенку успешно подготовиться к диктанту? Не писать. А когда ребенок написал диктант, я могу его обвинить, потому что невнимательно слушал? Нет. Нет. Я специально Это для себя. Я специально критерий сюда внесла, потому что мы можем по этому критерию определить, внимательно слушать, почему он сделал ошибку. Да, мы оцениваем процесс. Мы оцениваем процесс. Специально внесла, вот именно попалась. У нас учили так, что чем конкретнее критерий, тем потом проще, да, спросить с ребенка. Вот даже, например, пишу аккуратно, я тоже использую критерий, потому что на доске пишется быстренько, пишу аккуратно, на доске пишу правильное соединение, очень долго писать, не написала и все. Но на самом деле он тоже такой обширный критерий. Хотя я есть часть детей, которые нуждаются в проверке психолога. И это уже идет не процесс, а именно установка, что надо внимательно слушать, от этого будет зависеть. Хорошо, молодцы. То есть вы нашли уже для тех детей, у которых есть проблемы со слухом. Халилики дадим. Хорошо. Спасибо, Халилики. Поспорить, да. Да. Хорошо. Задавая любой критерий, вы должны его объяснить, что вы имеете в виду. Да, он должен быть скорее, потому что, например, аккуратный критерий, да, если вот это, например, из трудового обучения, да, да, вот лепили там овечку, публикацию делать, да, я аккуратно приклеил ноги овечки ей на ногу. Аккуратно. Вроде как аккуратно. Да, то есть критерий такой аккуратный, Здесь я так. считаю, что его надо, нет, я же вообще по критериям аккуратнее. Что любой критерий, даже если не слово, но его надо пояснять ребенку, чтобы он его Хорошо, верно. То есть я стараюсь эти критерии, про которые вы говорите, всегда смещать ниже. Они идут после основных. И обычно, вот кто занимается сейчас, занимается Лиза Гуридова, у них сейчас, я знаю, там критерии должны располагаться, ранжироваться по значимости сначала. То есть правильно делаешь вот это, правильно вот это, ранжировать. И в конце уже даешь критерии, которые, может быть, не столь значительные, да, правильно соединяя буквы. Я тебе за это отметку-то не снижу, если ты неправильно бездарно напишешь. Но все равно это тоже учитывается. И раз я его пишу, ну, вот так вот примерно на уроке выглядит, когда критерии, что будут пробовать. Умею подбирать слова, предметы слова, слова предметы. Грамотно пишу словарные слова, пишу в тетрадь, аккуратно обращая на это внимание, и умею ставить вопросы к словам близко. То есть это меня говорили, что будут уроки непосредственно, не диктант, а просто уроки. Но это на штугузу, которую выбрала бы я, по тому диктанту, который я сама предложила написать. Сначала предложила написать большую букву, правильно соединяю элементы, грамотно пишу словарные слова, знаю, что будут ударные гласные, как вы проверяете корень. Ну что ж, у нас с вами ждет техника обратная связь. Причем обратная связь как ядро активной оценки. Давайте немножко с вами подвигаемся, отдохнем. Согласны? Чтобы подготовиться к этому составляющему. Вношу какое-то утверждение. Если вы с ним согласны, оно имеет к вам отношение, значит, вы меняетесь местами с тем, кто уже встал. Итак, меняются местами те, кто в этом году, 2014, плавал в море. Есть такие? Все белые. А Минска море что же море? Меняются местами те, кто помнит, как расшифровывается наш тубус. Невозможность поменять место. Меняются местами те, кто сейчас слушает лекцию, есть ли жизнь в глубоком. Меняются местами те, кто помнит, в какой последовательности, помните 3 момента, как правильно задавать вопрос, техники задавать вопрос. Ну и теперь поменяйтесь, пожалуйста, местами те, кто практикует эти уроки в начальной школе. Хочу раз еще начальная школа, да. Из числа
стесняйтесь. Хорошо. Спасибо, коллеги. Ну и мы с вами переходим к следующему составляющему – обратная связь. Обратная связь считается ядром активной оценки. Как вы считаете, что такое обратная связь? Хорошо, ученик родитель. Хорошо. Вот сегодня я получаю от вас тоже обратную связь при помощи светофоров, так? Тоже получаю. Скажите, а для кого обратная связь важнее? Для учителя или для ученика? Для учителя в равной степени. Каждому ожидание. Я с вами совершенно согласна. Действительно, обратная связь, как вы сказали, это диалог между, например, учителем, да, и учеником, или учителем и родителем. Это диалог, который помогает друг другу. Ну, посмотрите внимательно на такую обратную связь. Как вы считаете, какая обратная связь может помочь ученику или учителю? Учитель пишет: обрати внимание на то, а ребенок пишет: я буду врачом. Правильно. Или вот такая обратная связь. Я специально выбрала эти слайды, чтобы немножко вас самого председателя разрядить. Потому что тема у нас такая серьезная, сейчас будет обратная связь. Действительно, такая обратная связь не поможет ни учителю, ни ученику, а обратная связь должна помогать. Давайте-ка попробуем посмотреть на диктант, который написал ученик на второй Нужно, наверное, взгляд учителей сразу видел ошибки. Что вы можете сказать ученику, какую дать ему обратную связь, возвращая вот этот диктант? Так, что скажет, отдавая вот эту тетрадь ученику с диктантом Оксана? Оксана. Ошибки. Давайте тетрадь, мы сразу говорим, у тебя есть ошибки, у тебя страдает каллиграфия, так я понимаю? Ну, аккуратность правописания, аккуратность и... Вообще молодец, смотря как успешен ученик он в классе. Если он отличник, то, естественно, одна реакция. Если это ученик успевает ниже 5 баллов, то, естественно, молодец, хорошо написал, умница. 7 баллов для тебя это просто умница. Что вы скажете? Коллеги, скажите, отметка может служить обратной связью? Конечно. Да, отметка может служить обратной связью. Может. Хорошо. Хорошо. А если у него возник вопрос, за что, после я прокомментирую. Что скажет Елена? Несмотря кто писал. Поэтому тогда будем уже думать о том, что мы, в принципе, как оцениваем. В активной оценке обратная связь немножко отличается от той обратной связи, которую мы привыкли давать традиционно. Методики. Она состоит из 4 элементов. Сначала мы говорим, что у тебя получилось, потом мы говорим, что у тебя не получилось, над чем нужно поработать, потом подсказываем, что ты должен сделать, и потом говорим, в каком направлении тебе идти дальше. Вот типа я написала в первом прямоугольничке, а что мне делать дальше, да? Если правильно уже написала, то есть в каком направлении двигаться дальше, если достиг цели. В активной оценке обратная связь имеет эффект, когда используется в виде письменного комментария. Это очень трудоемкая работа для учителя. То есть ребенок написал диктант, так? Мы не ставим ему отметку, если это не контрольный диктант, да? Или второй класс, когда еще отметки не ставим. Это второй класс? Это второй класс. Мы даем ему письменный комментарий. Вот по этим 4 критериям. Получив обратную связь такого характера, как вы думаете, как отреагирует ребенок? Такую обратную связь. То есть сначала укажем, что получилось, что не получилось, подсказки, как исправить и как двигаться дальше. Если мы это делаем объективно, то он будет удовлетворен. Если мы начнем говорить, то уже и отрицательно. То есть мои замечания будут слушать уже более спокойно и внимательно, значит, он будет бояться. Как может наоборот, не хотел написать. Хорошо, но я немножко нет хотела услышать.
такую обратную связь я даю ученику. У меня есть Рома, ученик не очень хорошо, он занимается, правда, математикой взяла. Вот он написал проверочную по математике. Ром, я пишу ставлю плюс видно. Ты хорошо справился с примерами задачи, на разные сравнения, отлично справился с заданием на сравнение величин, но тебе надо поработать, минусик ставлю, над решением задач с косвенными вопросами, задача номер 2. Это как раз тот материал, который ты пропустил, когда болел. Квадратик. Что делать, да, подсказка? Обрати внимание на слово подсказки в задаче «это». Оно указывает на косвенную задачу, да? И треугольничек, чтобы улучшить результат, предлагаю тебе решить следующие задачи. И могу предложить тут же тренировочных пару задач. Вот такую обратную связь я даю ребенку. Ребенок ее получает. Он сначала что делает? Радуется. Радуется, потому что я же сказала, как ты сама сказала, а вдруг это ребенок действительно не очень способный. Потому что он что-то сделал хорошо, не так уж плохо. Потом внимательно читает, над чем поработать. А как поработать? А как улучшить? Так я же здесь даю сразу упражнения. И сразу даю, показываю, в чем была его проблема. Ребенок делает работу второй раз. То есть я составляю второй вариант этой проверочной. Он этот второй раз приносит мне. И если я хочу еще, чтобы он улучшил результат, или он хочет сам, тогда мы еще раз пишем вот такой отзыв, или даем отзыв, он еще раз переделывает. Это может тянуться, как говорят коллеги, бесконечно. Но я больше 2 раз, у меня просто не хватает на это сил. Вот. И еще. В контрольной работе, за контрольную работу мы всегда ставим отметку. Это наша обратная связь. И мы с детьми сразу говорим, за контрольную работу мы ставим отметку. И они к этому готовятся. А любая проверочная и самостоятельная работа, я ведь могу не ставить 2, 3, 3, я совершенно не нарушу никакие правила. Вот мы писали в понедельник математический диктант, и у меня 3 класса написала его не очень хорошо. И вот в четверг они будут у меня переписывать. Я им дала рекомендации, что им надо повторить, каждому из них лично, или устно, ну лучше, конечно, письменно. И в четверг я их жду, они придут. Но придут только те дети, которые хотят улучшить свой результат. Я им даю этот шанс. Почему мне его не дать? Ты хочешь, я даю тебе этот шанс. В этом заключается, мне кажется, смысл активной оценки. Ребенок получает шанс, он улучшает свой результат, и он доволен качеством своего труда. Он радуется, что у него получилось. И в дальнейшем у него уже формируется в мозгу. Если я хочу что-то улучшить, я своим трудом это сделаю. И вот к 4 классу... Да, об этом говорят... Если я не подготовлюсь, напишу плохо, я даю шанс переписать. Возможно. Возможно. Это 10%, я уже проверяла. Вот в следующий раз ребенок может не написать, это 10% из 100%. То есть все равно какие-то дети лучше не напишут. Но, по крайней мере, он пусть постарается. А по поводу расхолаживания, есть коллеги, которые считают именно так. Они говорят, что, ну, как так, если это говорит наш шанс, во взрослой жизни нам не даются шансы исправлять, значит, свою жизнь. Это во взрослой жизни. А пока мы дети, и пока мы учимся на своих ошибках, и если у ребенка есть желание исправить, исправляй. Но вот когда, ну, например, если ребенок отвечает, допустим, стихотворение, плохо ответил, можно я доучу? Здесь уже я буду решать, ну, то есть, но если я говорю можно, тогда я ему указываю, что он не так сделал. То есть, когда мы даем ему шанс, надо обязательно провести с ним анализ, что не так, похвалить и на что обратить внимание. То есть не просто я тебе не поставлю, поставлю завтра, подготовься. А что подготовься? То есть указать, на чем подготовиться. Ну, в старших классах можно немножко по-другому, там, наверное. Там, конечно, если вы же говорите о специалистах младших классов, а если старше, там обязательно нужно комментировать. Обязательно, хотя бы устно, желательно тогда либо сгруппировать по ошибкам и прокомментировать что, либо если есть кто-то уровень очень хорошо, значит прокомментировать, либо уж самый последний уровень, допустим, но обязательно нужно комментировать, иначе надо более не то. Это говорит опять это самостоятельно. То есть, понимаете, да, наши контрольно-измерительные материалы, они сейчас портят учителей. Что они делают? Это постоянные вот эти вот контрольно-измерительные материалы. И у ребенка, и вот, да, у нас есть учитель, педагог, я ему очень благодарна. Я открываю журнал, как мама, да, ну, работаю в школе, я так смотрю, одна самостоятельно пропущена, вторая. Нет. Я понимаю, что у нее проблема. Я подхожу к учителю, говорю, ну что там у нас? Она говорит, подожди, сейчас время, да. И потом я вижу, что появилась отметочка, появилась следующая отметочка, все, значит, мой ребенок догнал, она у меня, ну, такой, другого склада, она не математик. Уже за контрольную она получает, то есть, вот, я этому учителю благодарна, но когда приходит ребенок, у него каждый урок самостоятельно, то есть, учитель провел работу, уже срез, я понимаю, это мы называем
называется такой промежуточный срез. Ну ты же себя проверяешь, ты же не их проверяешь. Но эти отметки выставляются в журнал. Вот и сейчас я почувствовала, как детям может быть комфортно при ситуации контроля. Они его не боятся. Тревожности нет. Вот. Да, многие находят лазейку, возможно. И потом они, ну сколько веревочка не вилась, конец будет. И еще многие коллеги, которые меня заменяли, они работают по обычной традиционной методике, они говорили, ну как мне, звонят Ислам Устину, вы на конкурсе, тут мне Илья говорит, не ставьте мне 7. Как не ставить 7? То есть он получил 7, я говорю, ставьте 7, я потом приеду, разберусь, то есть, ну, ставьте 7. То есть я объясняю коллегам, что за контрольную мы всегда ставим отметку. И дети об этом знают в начале года, и родители знают. Контрольная – это святое. Но за текущие оценки, отметки, мы действительно можем здесь дать им шанс, если ребенок, конечно, хочет, если он этого хочет, если у него это получается. И когда мы выставляем зачет, что мы делаем? Мы берем контрольный вес, допустим, на 6 написал диктант, а устный ответ у него был там 8, 9. Понятно, что эта шестерка, она будет иметь вес, и мы ее учтем в выставлении отметки. Она сыграет роль зачитывать. Но во время читывать, во время процесса обучения он будет получать удовлетворение от своей работы, что у него получается. Ну, по крайней мере, так использую я. Меня спрашивают, когда дети пойдут старше, если что будет дальше, то есть если так привыкнут. Я уже посмотрела, когда заменяли меня обычно коллеги, которые уроки ведут, дети очень быстро перестраиваются, гораздо быстрее, чем мы думаем. Пока мы ломаем голову, они моментально подстроятся под любой учитель. Раз мы столько говорим о обратной связи, давайте-ка мы с вами сейчас попробуем разделиться на группы. Я вас делю на 4 группы. Так, на 4. Так, раз, два, три, 4. Это первая группа. Раз, два, три, 4. Вторая группа. И раз, два, три. Раз, два, три. Третья группа. И раз, два, три. Четвертая группа. И попробуем сейчас с вами написать обратную связь вот к тому диктанту, который написан у вас на маршрутном листе. Значит, первая группа. Вы пишете первые, да, положительные моменты, как вы считаете, что у ребенка получилось. Вторая группа. Вы пишете, что у него не получилось, какие у него есть ошибки. Помочь себе. Третья группа. Вы предлагаете. Коллеги, еще подсказка. Откройте-ка свои критерии наших конкурсов, которые писали диктант. Предложение с большой Молодец, Соблюдает красную строку. Большая буква в начале предложения, если написано, соблюдает знаки препинания в конце предложения, правильно. Ну и если исходить из того, что это ребенок средних способностей, можно похвалить, что в принципе работа написана чисто. Хорошо. Может, почти исправление. Но они незначительны, нужно соединение больше ошибки. Хорошо. Я думаю, что надо написать так. Помни о знаках препинания в конце предложения. Знай, что такое безударная гласная, или вспомни, и как она проверяется. И не забывай о каллиграфии письма или каллиграфически правильно написано. Там слова написаны. И как у тебя ошибка есть, слова написаны. В следующий раз, чтобы написать хорошо, повтори, пожалуйста, написание словарных слов, правила написания предложения с большой буквы, повтори правила определения безударной гласной в форме и способ ее проверки. И правильно обрати внимание на следующее. Хорошо, все учили, молодцы. Сразу начинаем свой результат. Написание безударных гласных, да, я предлагаю тебе тренировочные упражнения по теме. И даешь тренировочные упражнения, Хорошо. Там еще бывает очень нравится обратная связь, когда я заполняю в виде таблиц. И если в дальнейшем ваши коллеги будут работать, таблица мне нравится больше, потому что в левом столбике я прописываю критерии на штукузу, те, которые я давала перед диктантом, например, да? А в правом столбике я даю обратную информацию, помечаю плюс-плюс, все верно,
плюс-минус есть проблемы, минус-минус совсем не так. Ну, зачитывать уже не буду, вы ласково, пожалуйста, пробежите. Ну и даю, рекомендую помоги сделать работу над ошибками своей соседки по партии Ксюши. Детям тоже это очень нравится, особенно тем, кто хорошо занимается. Да. И помните, что обратная связь относится только к работе ученика, а не к его личности. Она, наверное, очень часто сейчас обратную связь дает и своим коллегам, посещает уроки. Я думаю, что, может быть, после нашего мастер-класса вы обратную связь будете давать именно используя активную оценку. То есть сначала вы их похвалите, так, чтобы хотелось работать, потом назовете ошибки и предложите варианты, да, как эти ошибки можно исправить, куда им двигаться дальше. И знаете, очень здорово, когда ученик радуется, потому что когда мы ставим отметку, то мы словно ребенка пригвоздили к полу, он ничего не хочет делать. Даже я, бывает, после контроля даю тоже обратный отзыв ребенку, он делает, чтобы работу над ошибками сделать, но у него уже нет такого куража, он уже не изменит работу, ведь суп он уже попробовал, то есть не готовит суп уже попробовал. Вот, поэтому обращайте, пожалуйста, внимание, если будете заниматься активной оценкой, на обратную связь. Так, уважаемые коллеги, в начале занятия я специально не озвучила цели нашего мастер-класса, чтобы сейчас показать вам, насколько вы будете чувствовать себя глупо. Потому что однажды, проводя мастер-класс, я озвучила была цель, но одна моя коллега не слышала, и потом, когда в конце оказалось, что надо сделать вот это, она говорит, как, я этого не слышала, должна мне сказать это вначале. И я подумала, что в следующий раз я попробую не озвучить. Так вот, уважаемые коллеги, для меня это очень важно. И я уверена, что сейчас вы сможете выполнить тест. Итак, тест у вас есть на второй страничке. То есть, посмотрите, если сразу учеников замотивировать, что вначале, в конце вы будете выполнять тест, то вы, наверное, на протяжении всего занятия что-то пытались туда рефлектировать, смотреть. Но я уверена, что здесь профессионалы, и вы сможете выполнить его. Считает, что вообще тест очень хороший показатель в конце диагностичности цели. То есть именно он чаще всего показывает, насколько диагностичная цель достигнута. Поэтому очень часто я озвучиваю цель детям на уроке, говорю, что в конце урока вы выполните тест. Дети сразу настраиваются. Так, ну что ж, я понимаю, что вы можете писать много, кажется, нас вы знаете много. Давайте проверим наш результат. Значит, сейчас выскочат ответы. Внимательно, пожалуйста, работайте. Примерные ученики. Так, какие техники известны? Техника задавания вопросов, на что бузу, обратная связь. Вы могли написать еще там и ключевой вопрос. Вспомните, запишите порядок действий, вопрос, еще на уровне. Вам плохо видно? Ну, подойдите, если плохо видно. На что бузу — это критерии оценки успеха. Обратная связь, диалог между учителем и учеником, чтобы помочь друг другу. Техника задавания вопросов действует правильно понимание пути. Четвертое. Как вы думаете, какая техника требует от учителя больше времени подготовки? Обратная связь. А теперь, пожалуйста, просигнализируйте себя. Ура! Такой ключевой момент, для меня это важно. Кто правильно ответил на первых 4 вопроса? Да? Ой, это нет, да? Это нет. На первых 4 вопроса. Ну, просто первых 4, 5 ответа нет. Коллеги, как вы думаете, почему 5-й вопрос остался у меня здесь без ответа? Какая из известных вам техник активной оценки наиболее эффективна для успешного обучения? Да, для каждого это свое. Например, я без наштубуза не могу находиться вообще ни один урок. Мне ни одно мероприятие без наштубуза вообще не может быть. Ну, пример. Для кого-то это обратная связь. Он считает, что она действительно эффективна, но может быть очень трудоемка. Она действительно требует учителя большого времени подготовки. Наше занятие подходит к концу. И я в начале нашей встречи сегодня сказала, что здорово, если завтра кто-нибудь из вас уже использует какие-то элементы. Психологи говорят, что если в течение 3 дней
информацию, которую вы получили, если вы ее не использовали в своей практике, значит, она, скорее всего, у вас будет долго лежать еще в письменном столе. Поэтому было бы здорово, если бы в течение последующих 3 дней кто-то из вас заинтересовался и использовал информацию, которую вы сегодня здесь у нас получите в уроках. Но выбор всегда за вами. Вы это помните, вас никто не заставляет делать выбор. Но выбор это всегда здорово, хотя очень страшно. Но именно выбор, который мы делаем, и двигает нас к успеху. Я желаю вам всем